الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В сборнике Аль-Хакима есть хадис, который приводится со слов Сахля ибн Саида ас-Саиди, да будет доволен им Аллах, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что к нему однажды пришел Джабраиль, алейхиссалям, ангел, вестник между Всевышним и между пророками, и он сказал: «О Мухаммад, живи столько, сколько пожелаешь, но в итоге все равно тебя настигнет срок, который уготовен тебе. Люби того, кого пожелаешь, но знай же, что в конце ты все равно с ним расстанешься. Делай то, что пожелаешь, однако знай, что в итоге все равно придется отвечать за свои дела. И знай же, что почет верующего проявляется в его ночных молитвах, тахаджудах, и величие верующего проявляется, когда он не нуждается в помощи, в услугах других людей». И этот хадис, он известен тем, что его еще называют васиятуль Джабраиль, да? То есть то, что завещал Джабраиль, алейхиссалям, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и всем остальным верующим, всей его умме. И, уважаемые братья, на самом деле здесь собраны очень важные вещи. Первое из них – это то, что как бы ты ни жил, сколько бы ты ни жил, какие бы средства, какие бы больницы, какие бы там таблетки, какие бы лекарства ты не принимал и как бы не следил за своим здоровьем, знай, что у каждого из живых людей есть свой срок. Всевышний Аллах уготовил каждому из людей кому-то день, кому-то год, кому-то 100 лет. Каждому уготовил срок, который знает только лишь он и никто другой. И поэтому это говорит нам о том, что человек, пусть он будет иметь все средства этого мира, он не сможет себе продлить жизнь подольше, чем ему было предписано. И поэтому, уважаемые братья, это, конечно же, не говорит о том, что теперь мы должны сидеть дома, да, как говорится, у разбитого корыта, или же, там, не знаю, ожидать то, что с нами должно произойти, и никакие усилия не предпринимать. Нет. Все мы должны знать то, что вера во Всевышнего Аллаха, вера в предопределение, она предполагает, она обязывает нас, чтобы мы, во-первых, сторонились различных вещей, которые нам навредят. Всевышний Аллах говорит: «Валя тульку би айдикум иля тахлюка». Не бросайте самих себя на погибель, не облекайте самих себя на погибель. И поэтому все, что несет тебе вред твоей жизни, твоему здоровью, твоему долговечию, это тебе запрещено. «Ля дарара ва ля дирар» хадис, да, где сказано: не вреди самому себе и не вреди остальным. И вот этот самый вред самому себе, будь он в еде, будь он в питье, да, или в каких-то иных вещах, если ты знаешь на 100%, что это тебе вредит, ты не должен это использовать. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он призывал нас, чтобы мы заботились о себе, о своем здоровье. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям: «Тадау айбадаллах». О рабы Аллаха, лечитесь, используйте лечение. Поистине Аллах каждой болезни не спаслал исцеление, кроме той, которая является смертью. От нее нету излечения. И поэтому, уважаемые братья, здесь говорится о том, в этом хадисе, в этом завещании Джибраиля, алейхиссалям, что как бы ты не прожил эту твою жизнь, ты настигнешь, или же ты дойдешь до той точки, которую тебе уготовил Всевышний Аллах, а затем твоя жизнь перейдет в ахират. И поэтому это то, что нам предписал Всевышний Аллах.
Аллах Субханаху ва Тааля в суре А'раф в 34 аяте говорит: «Валикулли умматин аджаль, фаиза джаа аджалухум ла ястахируна са'ата ва ла ястакдимун». Каждой общине была предписана именно каждой общине был предписан ее срок. И если наступит этот срок, то они не смогут его ни приблизить и не смогут его ни отдалить. И поэтому, уважаемые братья, это первое. Знай, что у каждого из нас уготовен свой срок, и что бы ты ни предпринимал, если наступит этот момент, то так и случится. Второе напоминание, от посланника, от Джибраиля, алейхиссалям, имеется в виду то, что твое богатство, твои накопления какие-либо, это говорит нам о том, что сколько бы ты ни собирал, как бы ты ни старался, сколько бы ты ни зарабатывал, знай, что в конечном итоге, когда наступит твой черед, когда наступит твой аджаль, наступит твой срок, это все перейдет именно к твоим наследникам. И поэтому человек не должен думать, что живет он в этом мире, и он станет здесь, останется навечно. Или когда-нибудь там придумают эликсир вечного здоровья, вечной молодости и так далее. Этого не случится. От начала первых людей, заканчивая самыми последними людьми перед судным днем, у них будет начало, у всех у них будет конец. И поэтому и в имущественном отношении, и в вопросах зарабатывания, собирания богатства и так далее, нужно помнить, в один из дней это все останется другим людям, не тебе. С собой туда в могилу ничего не заберешь. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, когда несут покойника, за покойником следуют 3 вещи. Это его дела, это его деяния, это его семья, это его близкие, жена или же муж, дети, и за ним следует его богатство. И посланник Аллаха говорит, и одно из них останется с ним в могиле, а 2 вернутся. Вернется его богатство и его близкие, его родственники. Богатство перейдет наследникам, а его близкие потихоньку, но они позабудут. Такова наша жизнь. Его жена, наверняка, которая его любила при жизни, она со временем выйдет замуж за другого. Он женится на другой. Дети его вырастут и окунутся в свои заботы, в свои какие-то и потом уже будут все реже и реже вспоминать, и поэтому это все уйдет. Однако, что с покойником останется в его могиле, это его дела. И нужно помнить об этом, что самый главный твой вклад, твоя инвестиция, то, что ты там с собой заберешь, это как раз-таки твои благие дела. И Аллах Субханаху ва Тааля в суре Джум'а в 8 аяте сказал: «Куль инналь маута аллади тафирруна минху фа иннаху мулакикум». Знай же, что смерть, от которой вы убегаете, поистине она настигнет вас. «Thumma тураддуна иля алимил гайби ва шахада», а затем вы будете возвращены и представлены к Аллаху, который знает все скрытое и сокровенное. «Фа юнаббиукум бима кунтум та'малун». И Он сообщит вам о том, что вы совершали. И поэтому не полагайте, не думайте наивно, что на протяжении всей вашей жизни, сколько бы вы лет не прожили, 70, 80, 90 лет, каждый поступок, каждая секунда, каждый час, это все будет отражено. И поэтому не нужно смотреть на свои ошибки, то, что ладно, на Земле все равно 7 миллиардов людей как-нибудь рассосется, позаботится и так далее. Это очень поверхностный подход к знаниям Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, от него не ускользнет ни малейшая вещь, ни малейшая деталь из твоей жизни. И поэтому, если ты наивно полагаешь, что как-нибудь все это взаимозачет и так далее, это на самом деле очень большое заблуждение и очень большая беда, если человек думает, что он заработал достаточно своих благих дел, заработал свои какие-то хорошие поступки, и они потом вычтут те его самые ошибки и так далее. Почему? Потому что может случиться так, что его благие дела, их будет мало, а он думал их много, а их грехов, ошибок и оступок, их будет много, а хотя он думал, что он такой хороший, положительный, прекрасный человек, у которого нет никаких недостатков. И поэтому это может быть обольщением от Всевышнего Аллаха. Также Джибраиль сказал: «О Мухаммад, люби кого хочешь,
но знай же, что в итоге ты все равно с ним расстанешься. И вот эта вот дружба, любовь, братская любовь, или же семейная любовь мужа к жене, да, или любовь жены к мужу, это нужно понимать, то, что в один из дней все равно человек останется один. Останется один перед Всевышним и сам будет отвечать. И, конечно, сюда входит еще и тот смысл, что среди людей часто распространенное явление, когда он думает, то, что они друзья, они вместе, когда у них у обоих все хорошо, когда бизнес идет в гору, когда у них нет никаких проблем, они самые ни на что не есть, не разлей вода, друзья. Да? И как только случаются какие-то трудности, какие-то проблемы, или же он, так называемое сейчас модное слово, да, становится токсичным во всех пониманиях, да, от него начинают сторониться, про него забывают, да, от него уходят. Когда у него денег становится намного меньше или вообще не станет денег, потеряет он все, да, в итоге с ним перестают дружить. Вот именно об этой дружбе Всевышний Аллах в Коране сказал: «Аль-ахилляу яумаидин ба'духум ли ба'дин адуун илля аль-муттакин». Друзья, близкие, сердечные друзья, в судный день они будут друг для друга врагами, кроме богобоязненных. И это говорит нам о том, что любая дружба, которая построена не на довольстве Всевышнего Аллаха, не к стремлению к краю, она все равно рано или поздно потерпит убыток. Она все равно приведет к краху. В этом мире, или же даже если не в этом, то будет в ахирате. Будет в ахирате. И поэтому нужно помнить, да, что верующий не должен быть наивен, да, и думать, то, что когда вот у него все хорошо, и у него так много, машаллах, друзей, которые спрашивают, как дела, там и так далее, постоянно вместе с ним, да, он должен постоянно что делать? Анализировать, думать и задумываться, а что есть настоящая дружба? Призывают ли эти близкие твои тебя к довольству Всевышнего Аллаха? Напоминают ли они тебе о том, что тебя будет ожидать? Понимаете? И поэтому вот это вот аят, что именно богобоязненные, их дружба продолжится и в этом мире, и продолжится и в ахирате, и в ахирате. И поэтому, конечно же, судный день, день спроса, великий день, он требует от нас, чтобы мы к нему готовились, чтобы мы совершали все то, что от нас требуется, и предстали перед Всевышним в том виде, чтобы он нами был доволен. А в этот день, когда люди увидят, как Всевышний Аллах разгневался так, как он не гневался до этого, и не будет гневаться после этого дня, они будут стараться искупиться от гнева Всевышнего Аллаха всеми людьми. В Коране это многократно повторяется, да? То, что человек будет стараться решить свою проблему, именно проблему джаханнама, огня, да, даже за счет своих детей, своей жены, своих родителей. И он будет стараться избежать всего этого, даже хотя бы за счет всего человечества. И поэтому нужно готовиться к тому, чтобы ты не остался один наедине, и у тебя не было бы, что сказать Всевышнему Аллаху. Также третье завещание ангела Джабраиля, где он говорит: «О Мухаммад, делай, что хочешь, но знай, за каждое твое дело придется ответить». Вот это вот важное напоминание, да, что без ответа, незамеченным, ничего не останется. В этом мире, да, мы откроем газеты, мы почитаем книги, мы можем увидеть то, что какие-то преступления остались безнаказанными, лондонский потрошитель, Зодиак, там еще кто-то там, да, какие-то такие известные события, люди, которые творили большое нечестие, и так и не узнали, кто это он. И они не понесли, даже вот в этом мире, даже по законодательству каких-либо стран, не понесли никакой ответственности. И даже у нас бывает так, да, то, что там выяснили какое-то там преступление, какой-то там а виновника найти не могут, как бы ни старались, как бы ни проводили следственные действия. Это в этом мире. Но в ахирате все это непременно будет раскрыто. И Всевышний Аллах об этом непременно знает и сообщит, и выявит этого человека. И поэтому мы все должны понимать, да, твой маленький шаг, твоя маленькая копейка, твои какие-то слова, твои какие-то действия, ничего из этого не уйдет незамеченным. Ничего из этого не уйдет незамеченным.
И Всевышний Аллах в Коране говорит: «Вауди'а аль-китабу, фатара аль-муджримина мушфикина мимма фихи, ва якулун, я вайлатана ма ли хада аль-китаб, ла югадиру сагирата ва ла кабира, илля ахсаха». И в судный день, когда будут представлены тетради деяний, и грешники, которые будут опечалены и обеспокоены от того, что содержится в этих тетрадях, будут говорить: «О, горе нам, что эта тетрадь не оставила ни маленького дела, ни большого дела, все в этом включено, все в нее вошло». И они найдут в этой книге, в этой тетради все то, что было совершено. Все полностью перед ним и будет, и твой Господь никому не будет относиться, поступать несправедливо. И поэтому, уважаемые братья, нужно знать о том, что ничто не скроется от твоих деяний. И поэтому пророк Мухаммад напоминает нам из раза в раз и говорит в хадисах, да, то, что верующий не должен относиться легко к своим грехам. Понятно то, что никто из нас не ангел, может ошибаться, может оступаться, да, маленький грех, или Аллах сохласен, даже большой грех, да, но этот грех не должен превращаться для него в муху надоедливую, в комара, который рядом летает, да, стукнул, прихлопнул, его не стало, рукой отогнал, форточку открыл, выгнал, все, теперь это тебя не беспокоит. Нет, посланник Аллаха про это говорит, то, что это лицемер, говорит, подобным образом отмахивается от своих грехов, а верующий даже к своему маленькому греху относится с такой тяжбой, будто бы он сидит у подножия горы, с вершины которой спускаются большие булыжники, большие валуны. И просто представьте, да, вот даже вот в Ютубе просто посмотрите, да, там какой-нибудь поселок, там и спускается лавина, спускается снег, да. У людей такой страх происходит. Они все быстрее сбежать готовы, там, убежать готовы. Посмотрите, вон, в Кабардино-Балкарии, по-моему, было, или в Карачаево-Черкесии, ну, в общем, там, да, рядом с Эльбрусом, да. Люди даже машины свои поставляли. Хорошие такие иномарки, лишь бы спастись. А лавина, она все идет и идет, идет и идет. И как бы все там, имущество, ничего не остается, все сметает на своем пути. Вот как человек боится, когда он видит эту опасность воочию. А когда совершает какой-либо грех, да ладно, булрали, Аллах та'аля гафу итрали, Аллах прощающий, милосердный, простит там и так далее. Да, несомненно, Аллах прощающий, но при этом Аллах дающий наказание тем людям, которые ослушались. И напоследок завершу этим самым. Посланник Аллаха, саллаллаху саллям, сказал, то, что Джибраиль ему сообщил, что величие, почет верующего именно в совершении ночных намазов. И это и в других хадисах говорится, да, то, что наилучшая молитва – это та, наилучшая молитва после предписанной обязательной фарз молитвы – это как раз-таки ночная молитва, молитва тахаджуд. И альхамдулилля, вот сегодня мы с вами живем очень короткие дни, у нас ночи длинные, у нас сахар тамам, то есть окончание ночи и наступление рассвета, да, 5:50. То есть даже если ты проснешься в 5 часов, совершишь 2 раката намаза, ты, получается, уже выполнил ночную молитву тахаджуд. Вы представляете? Кто-то вообще в 4 часа просыпается и едет на автобусе там, в свой цех, на свой завод там, и так далее, да, на свою работу. И поэтому сейчас это, безусловно, очень легкое время. И напоследок, величие верующего проявляется в том, что он не нуждается в чьей-либо помощи, в чьих-либо услугах. Почему? Потому что когда кто-то тебе помогает, от благого нрава ты должен ему ответить. Как минимум сказать спасибо, рахмат или джазакаллаху хайран, но все равно это в некотором роде обязывает тебя. Ты остановишься, как будто вот ты должен ему вернуть, ответить это. И вот как раз таки и вот здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что именно тот величественный верующий, который не нуждается ни в чьей-либо помощи, он нуждается лишь в помощи Всевышнего Аллаха и только лишь к Нему обращается и на Него уповает. На этом остановимся, продолжим, иншаллах, на следующих уроках. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.